Тулан, пошли. Вперед. На работу. Сегодня пасмурно. Ночью был дождь. Тихая погода, вон, смотрите, вообще штиль. Пошли, Тула. Мам. Пошли, мам. Да. Надо, Тула. Надо. Ты устал, я понимаю. Да. Надо искать. Будем искать. Тула. Да. Уровень воды, конечно, не радует. Сантиметров 5 уже вода упала, как мы приехали. Вот такие дела. Хреново дело. Наоборот, если поднимается, хорошо. Фигово, когда спускается вода. Да, Тулан? Хреново дело. Такого обильного дождя нету, вот так моросящий дождь по утрам и все. Сегодня вообще какой-то туман, непонятно. Наверное, скорее всего, туман. Переходящий моросящий дождь. Смотрите, не знаю, или Тулан тут поработал, или еще кто. Недалеко от избы вон идет ветельник. Свежие тоже. Яма такая вот. Все вырыто. Похоже на его почерк. Не знаю, но он вообще свежий. Ребят, без съемок, без ничего. Первый рябчик. Наконец-то. Наконец-то. Вон он. Четко прилетела. Самочка попалась. Ничего не успел сделать. Какая там камера? Вон он. С этой березы. Прям над головой. Все четко. Наконец-то. Первая добыча, ребят. Хорошее начало. Вот, ребят, по такой трущобе приходится пробираться где-то 2 километра. Очень тяжелый путь. Но потом, конечно же, нас ожидают яголевые места. Смотрите. Выворотни или как-то. Пипец. Высота. Вот это корневище. Какие корни у дерева. Вот смотрите. Где-то вон сердцевина вот тут, ну ладно, вот. Вот самая сердцевина. И остальные вот идут как вены. Не могу объяснить, ребят, тяжело. Хочется еще четко вам рассказать, но не умею. Самое главное, вы видите. Вообще жесть. Ветровалы тут. Я уже спотел ужас. Но вот одного рябчика добыл. Потом еще свистел один. 3 раза откликался. Все. Потом как отрезало. Тишина. Оделся, блин, я не знаю как. Вот еще пиджак одел. Ради того, ну, кармашки там у меня сотовый. И эту видеокамеру туда тоже прячу. Дятлы. Бывает такой шум издает эти дятлы. Как будто какой-то зверь бежит. Тулан тоже приходит, уходит. Один раз далеко где-то лаял. Ладно, передохнули, дальше путь.
попал. Будем искать. Четко попал. Это рябчик, ребят. Собака сейчас найдет. Он ищет. Вроде туда он упал. А, вон, смотри, где оказывается. Тулан, фу. Тула, фу, фу, фу. Мы на вочин. Фу, ё-моё, фу. Все. Все. Ой, перьев сколько. А, Эндоред. Не лучше ты еще. Ну, все. Все. Молодец. Блин, я думал, вправо куда-то упал. Оказывается, вот ищи его. В бочок такой, смотрите, какая рана. Вот так сидела, это выход. Такая рана мощная. Ну, куда целился, прям в точку попал. Ну вот. Второй рябчик сегодня. Спасибо тебе, тайга. Вроде связь есть. Но вот не загружается. Хотел погоду посмотреть. Не загружается ни хрена. МТС ловит связь, но если только позвонить. На интернет вообще хрень. Надеялся. Я на самом высоком месте уже тут. Конечно, далековато от села, но от избы, наоборот, в сторону села надо идти. Но здесь ни хрена не ловит. Мне надо погоду посмотреть. Самое главное. Не удалось. Старый муравейник, смотрите. Железно-муравейник даже. Заброшенный. Уже 100 лет, наверное. Сколько труда вложено у них. Это знаете, в одном муравейнике сколько всего этого натаскано годами. Это как куча этого, куча риса или куча пшена какой-нибудь. Каждый день они тащут. Ужас один. Как подумаешь, рабы жизни, блин. Ай. Пью чай, ребят. С термоса. Ну и прикуску еще. Как обычно, вот такой плавленый сыр. Нормально. Вкусно. Жду собаку, как придет. Пойдем дальше. Вокруг одного болота пройдусь там. Давно уже не было. С прошлого года. В прошлом году тоже туда ходил. Там обычно косачи бывают. Ради них можно сходить посмотреть, есть или нет. Ну, короче, вот такой небольшой перекур.
Не знаю, куда он опять ушел. Давно уже не видать. С этого угла взлетел глухарь, вот тут пролетел. Далеко, очень далеко, но по пути, нам по пути. Может, еще увидим. Вот тут где-то вот рядом на земле и сидел он. Это даже не от собаки он взлетел, а от меня, от моего шума. Блин, вот возле той елки, наверное. Буквально там. Кругом этой клюквы. Смотрите, ребят. Видите, что творится. Куча мала. Море клюквы. Короче, я увидел глухаря, он там сидит. Метров 250 где-то. Буду подходить. Шевелится. И излетел. Не дождался. Чуть-чуть. Вот с этого дерева более-менее какой-то просвет. Кругом сучья. Ну, какой толк ранить его? Или вообще пуля не долетит. Вот так. Тулан сегодня не работает, честное слово. Как-то рядом возле меня пройдет. Но он тихо сидел, он даже и не слышал. Да. Невозможно было ли. Ну вот кругом, как будто вот. Ладно, идем дальше. Он по пути еще будет. Такой кружок сделаем. Возможно, еще увидим. Ну, под выстрел он подпустил меня. Хоть немножко адреналин поймал. Это в пустоту, когда идешь. Издалека заметил я его. Ловлю просеку. Думал, чтобы не пропустить. А тут, ребят, оказывается, летом чистили даже. Вон он. Зачесы. Да. Отлично. Вообще кайф. О, пойдем по этой просеке. Обновляют так просеки квартальные. Средние сейчас не чистят. А вот квартальные вот здесь все прошли. Ну что сказать, ребят. Пересек я вырубку. Сейчас такое небольшое
болото. Тут такой полоса леса, там дальше снова болото. И в таких местах обычно глухари тоже держатся, но за такой путь, сколько я прошел, ничего нету. После того глухаря, что я видел, как сказать, к кому я подходил, ноль эмоций больше. Вот такие дела, ребят. Сейчас еще вот тут пройду вдоль этого огромного большого болота. Там пройду, потом встану на дорогу Зимник. Там пройду просеки и уже оттуда буду идти в сторону избы. Ну, на все у меня уйдет целый день. Считай, немало уже я тут прошел. Тулан вот все время туда смотрит. Не удивлюсь, если там олени. Очень долго уже туда наблюдает там. Да, кто-то там есть. Вон там косачи такуют. Медведи. Весенние. Пошел туда. Считайте, с середины дня атакуют. Косачи первый раз услышал. С правой стороны, хотя тут слева офигеть хороший ток тоже. Тишина. Вот это да, ни ветра, ничего. Что-то моросящий дождь начинался. Не знаю, кто ковырял тут. Но это давно было, даже следов нету. Но на летом. Может, медведи. Но следов вообще медвежьих нету. Вообще нету. Не знаю, где они в этом году. Тулан глухаря облаивает. Одного видел, туда взлетел, улетел на вырубку. Второго не видел, но слышал, как он сел. Вот его и облаивает. Перелетел еще дальше.